Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, а вернее на его планы в отношении вас. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к нему, напрямую его спросите, какие у тебя планы на меня, да, что ты там планируешь, что делать будешь, да и вообще, чего мне от тебя ждать. Настраивайтесь. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Невероятно. Тут мужчину джинном показали. Мои хорошие, вы все разные, отсыпка общая. Я сейчас скажу, кому подходит. Подходит тем, кто загадал на мужчину, с кем вы недавно познакомились, либо мужчина, возможно, недавно начал за вами ухаживать. И вы не вместе, либо вы только-только вот сошлись, да, там на пару свиданий сходили. Для тех, кто загадал на мужа, либо на мужчину, с кем очень давно вместе живет, вам не подойдет эта отсыпочка. Здесь очень свежие отношения, здесь только все начинается. Здесь мужчину джинном показали, и это говорит о многом. Мужчина очень необычный, нетипичный, яркий, такой, знаете, умеет жонглировать словами, умеет в себя влюблять, умеет добиваться того, чего хочет, а хочет он многого. Мужчина очень дерзкий, ничего не боится, никого не боится, он сам себе авторитет, в себя верит, верит в то, что он везучий, верит в то, что все его замыслы и планы все осуществятся. Рано или поздно, да, я своего добьюсь. Мужчина привлекательный, у мужчины какое-то сочетание необычно брутала и ребенка, да, как будто бы это в нем сочетается. В некоторых моментах он может быть невероятно там, невинным, наивным, а в некоторых моментах он просто вот прожжен до конца. Мужчина нравится женщинам. У мужчины этого было много женщин. У него, наверное, там целая коллекция женщин. Возможно, он был в браке, возможно, даже и не раз. У мужчины, скорее всего, плохая репутация. Знаете, такой плохой парень, да, на который девчонкам нравится. Вы к этому мужчине сейчас прям присматриваетесь, пристально присматриваетесь. Вы понимаете, что вы на него залипаете и понимаете, что можете просто вот так в омут с головой, да, кинуться в отношения. Но поскольку у вас тоже опыт за спиной есть и опыт очень такой безрадостный, даже в какой-то степени болезненный, драматичный, да, вы не хотите опять ранить свое сердце. Только-только сердце зажило, только-только вы пришли в себя, и тут, пожалуйста, вот он, джин, нарисовался. Вот, и хочется, и страшно. К мужчине присматриваетесь, вы его изучаете, вы, возможно, какую-то информацию о нем собираете. Вы очень, кстати, правильно поступаете. Вы себя сдерживаете в отношении него. Смотрите, это вам играет на руку, причем в двух аспектах сразу. С одной стороны, этот мужчина, он в шоке, у него там все программы сбились, он такой, как она на меня не реагирует, как она до сих пор не в моих объятиях, как она еще там не отдала мне душу, сердце, тело, все на свете, почему не отдала? Все же женщины так поступают. Вы его очень сильно заинтересовали, прям, знаете, на любимую мозоль ему наступили. То есть он привык, что он так пальцами щелкнул, и женщина ему прямо в ладошки упала. И ничего особо делать не надо. Там улыбнулся, подмигнул, откомплиментил, и все, женщина его. С вами такое не проходит. Вот. И у него прям интерес к вам зарождается, такой сильный, страстный, бурный. Он такой, да что такое, да что не так, да кто она такая, да почему она до сих пор не моя. Прям постоянно о вас думает, сам себя на вас накручивает, прям заводится на вас.
влюбляется, девочки, влюбляется. Медленно, но методично он влюбляется. А с другой стороны, вы, когда себя сдерживаете, вы, во-первых, даете вот это время и пространство на то, чтобы сама судьба вела. И плюс больше узнать про мужчину, действительно знать, с кем вы имеете дело, что он из себя на самом деле по факту представляет. Вот, вы стали осторожны, вы умничка, вы молодец, вы учитесь на своих ошибках. Так, его чувства к вам. Но здесь неподдельный интерес, здесь желание, в первую очередь, конечно, идет страстное желание вами обладать, вас добиться. Но поскольку у вас не получается схватить вами, овладеть, то мужчина начинает думать, он начинает включать критическое мышление. Да, почему не получается, почему я не могу ее добиться, что не так, что со мной не так, что не так делаю. И начинает думать о вас все чаще и чаще, как я уже говорила, думает и сам себя на вас заряжает. Вижу, что он в вас влюбляется, себе еще пока в этом отчета не отдает, но он точно в вас влюбляется. И каждый день, каждый час, каждую минуту эта влюбленность становится все сильнее и сильнее, все четче и четче. Понимаете, вы к любви идете. Вы его таким своим поведением, когда вы такая снежная королева недотрога, вы его подталкиваете прям в любовь настоящую, сильную и всепоглощающую. Вот, что касается вас. Ну, залипли вы на него, вы о нем часто думаете, вам его не хватает, если он вам там не позвонил, либо долго не писал, вы уже такая: где он, где пропал, почему от него ничего я не слышу, не вижу его. Да, уже нервничать начинаете, когда долго он себя не проявляет. Кстати, он может на этом играть, здорово играть. Он знает, что женщины, они немножко нетерпеливы, положа руку на сердце, это так и есть. И вот он немножко так знаком с женской психологией, может специально даже не писать, не позвонить, эту паузу, да, растягивает, чтобы вы прям соскучились, чтобы вы там сама себя возбудили и прям на него кинулись. Он умеет с этим играть, он умеет этим манипулировать. Так, еще вижу, что вас очень к нему тянет, и вы прям чувствуете какое-то родство с ним, как родную душу встретили. Вы сами себе объяснить этого не можете. Вот если вас напрямую спросить, что конкретно вам в нем нравится, да, что мне нравится, что меня притягивает, ответа не будет. Будет такое какое-то расплывчивое, что вот тянет, не знаю, кажется, что мы там 100 лет знакомы, что-то в нем такое есть, вот что меня очень привлекает. А что конкретно, вы объяснить не можете. Очень часто так действительно родство душ проигрывается, либо вы там в прошлых воплощениях, в каких-то взаимоотношениях состояли, и вы друг друга вот прям чувствуете. Так, еще... Что между вами? Борьба интеллектов. Кто кого, кто под кого прогнется, кто первый сдастся, кто первый в любви признается. Да? Это борьба. Накал страстей, и вы скоро в пике будете, в пике эмоций. И он, и вы прям оба заряженные идете. У вас вопросы, у него вопросы. Вы не понимаете, он не понимает, но к друг другу очень сильно тянет. Так, его планы на вас. Планы вам, скорее всего, не понравятся. Я оттягивала как могла, но все равно скажу, это тема отсыпки, поэтому я должна сказать. Девчонки, перед тем, как я расскажу, вы, пожалуйста, делайте скидочку, что мужчина эти планы разработал заранее. Да? Это были его планы заранее. Сейчас, по мере роста его чувств к вам, его этого притяжения к вам, его влюбленности в вас, планы тоже будут корректироваться. Причем самым неожиданным образом. Но вот смотрите, изначальные планы. Уложить вас в кровать. Вот как вам такой план? Банально, да? Банально и неинтересно. Вот такой у него был план. Он ни о чем не думал, его ничего больше не интересовало, да, провести с вами ночь. Но если получится, либо там будет желание, 2 ночи, окей, 2 ночи, нормально.
Об этом он думал, этого он хотел. Но вы не дались ему в руки. Вы достаточно жестко с ним поступили, либо жестко ему отказали, либо как-то даже, может, высмеяли это его желание. И он такой весь возбудился и такой: что? Мне отказали? Мне, которому никогда никто не отказывал, мне отказали. И вот он начал о вас думать, он начал вами интересоваться. И все пошло не по его плану. Все вывернуло совершенно в неожиданную сторону для него. Какие сейчас у него планы? Да нет у него никаких планов. Он просто течет по течению. Периодически пытается барахтаться, но это течение любви, и сопротивляться как-то у него не получается. На сегодняшний день, вот в моменте здесь и сейчас, никакого плана нет. Никакого плана. Есть его обращение к высшим силам, либо обращение ко Вселенной. Пусть она меня полюбит, пусть обратит на меня внимание, пусть она мне доверится, пусть не сопротивляется. Да, вот в таком плане. Назвать это планами невозможно. Это его просьба, это желание его сердца. Вот. Что касается вас, ну, за вас я спокойна, вы знаете, что вы делаете. Вы знаете, вы у меня опытная женщина, девушка, которая уже не на одни грабли наступила, и вы эти грабли уже там за несколько километров видите, понимаете? Вы точно с ним ошибку не допустите. Он не затащит вас во все тяжкие, как изначально планировал. Наоборот, вы его вытащите в какие-то новые светлые для него чувства, в новые светлые для него отношения. Вы туда его вытащите. Потому что он как будто бы пропащий в сегодняшнем дне, такой грешный ангел, да, падший ангел. А вы наоборот, вы сильный светлый ангел, и вы его к себе тянете. Видите, вот он болтается там на краю, а вы его так взяли, к себе подтягиваете. Говорит: не дам тебе пропасть, я научу тебя любить. Так, еще какую-то женщину показывают, которая может создавать проблемы и ему, и вам. Мне кажется, что это его любовница, либо бывшая какая-то любовница. В общем, она на него еще виды имеет, почему-то считает, что этот мужчина принадлежит только ей. У женщины не в порядке с головой, и женщина способна на всякие там нехорошие вещи. Но вижу, что он сам с ней договорится. Либо это его проблема. Его проблема. Вижу, что он начнет переживать за вас, ну, бояться, да, что эта женщина навредит. И вижу, что он эту женщину на себя берет. Что он там с ней сделает, скажет, там, не знаю, запретит ей там, либо может что-то пообещать, я не знаю, но вижу, что он с этой женщиной справится. Вы о его бывших вообще не думайте. Не думайте и голову себе не ломайте. И уж тем более сердце себе не тревожьте. Что было до вас и останется. А то, что происходит с вами, я вижу, что он сейчас вам верен. Я вижу, что он никого другого не хочет, кроме вас. Да, нет у него никаких других женщин. Даже если он с другими женщинами общается, это не значит, что он с ними спит. Ему не хочется других, ему хочется именно вас. И ему такая: нет, нет, нет. И очень сильно его этим возбуждаете. Девчонки, время все расставит по своим местам. Вижу, что встреча ваша не случайна. Да, не случайно вы друг на друга внимание обратили. Там впереди очень много событий, очень много ярких событий. И я вижу, что ваши отношения только лишь начинаются. Только лишь начинаются. Я вижу вас в паре, но пара, смотрите, как вы местами меняетесь. Вы налево, он направо. Мужчина займет достойное место рядом с вами. Либо для того, чтобы занять место рядом с вами, нужно стать достойным вас. И он на это пойдет. Он на это пойдет. Ради вас он будет меняться. Ну, потому что любовь уже зарождается в его сердце. Хоть он от этого отказывается, хоть любовь, возможно, ему и незнакомое чувство, но тем не менее зарождается в его сердце. Отношения в самом начале. Дальше будет больше. Дальше будет больше. Вы, главное, себя уважайте в этих отношениях и не соглашайтесь с мужчиной, либо не идите ему на уступки, на поблажки не идите. Это тоже беспроигрышный вариант для вас. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.